Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Ратный подвиг и боевое бесстрашие. Сегодня якутян, героев, танкистов Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева чествовали в родной республике. Осмотр больниц, спортивных объектов и учреждений образования. В Якутске работают сенаторы Совета Федерации России. Полным ходом идет подготовка к выборам. По всей республике в этом году организован 791 избирательный участок. В Мирнинском районе 1 сентября откроют свои двери около 20 образовательных учреждений. Расскажем, как идет подготовка к новому учебному году. В подарок цветы. Как удивить своего преподавателя и не нанести значительный ущерб кошельку? Ответ на этот вопрос знают наши корреспонденты. Сегодня якутян, героев-танкистов Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева чествовали в родной республике. Глава Якутии Айсен Николаев лично поблагодарил героев за их ратный подвиг и боевое бесстрашие. Поздравить героев с высокой наградой собрались общественники республики, боевые товарищи, ветераны и, конечно же, члены семей. Подробности расскажем в следующем сюжете. Члены правительства, общественники, ветераны боевых действий, ветераны и участники специальной военной операции собрались сегодня, чтобы поздравить танкистов Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева с присвоением высокой награды и звания Героев Российской Федерации. Всех, кто сегодня собрался в зале Дома правительства, объединяло одно чувство – чувство гордости за своих героев, за свою республику и за свой народ. Гордость, радость и, знаете, вот такое чувство, что наша земля якутская, хотя она и суровая, воспитывает очень сильных людей. И это радость не только всей жителей нашей республики, это радость жителей всей России. Подвиг очень великий, да, действительно, как я сказал, они этим подвигом прославились не только на всю Россию, но и на весь мир. Действительно, подвиг героев-танкистов прославил нашу республику далеко за пределами страны. Видео легендарного боя танка «Алеша» по мессенджерам и социальным сетям разошлось по всему миру. Старшее поколение воинов-интернационалистов, прошедших службу в Афганистане, причисляет новых героев к своему боевому братству. Свои все группы афганские, всероссийские написал: Якутия, это звучит гордо. У нас действительно 3 героя России. И это, наверное, не случайно, потому что, ну вот как никогда вся Якутия сплотилась, весь народ. И вот сейчас прозвучала песня, где татарин, якуты, русские, да, и вот в каждом танке такая же картина. Вот и в целом наша страна как большой танк, когда трудности, когда война, мы объединяемся в большой танк. Алексей и Филипп – простые якутские мужчины. Для них непривычно находиться перед камерами и фотоаппаратами. Скромные бойцы даже родным не сразу рассказали о своем подвиге. Узнали, как все, только после того, как объявили, начали искать документы, фотографии, вот только тогда узнали. А наша мать, она, как сказать, думала, что это, когда увидела видео, думала, что это наш брат, а мы ей не поверили. Глава республики Айсен Николаев вручил героям денежные сертификаты от республики и еще раз поблагодарил от имени всего якутского народа за их подвиг. За то, что теперь миллионы людей по всему миру будут равняться на 2 якутских воинов – Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. Сенаторы Совета Федерации и Федерального собрания России продолжают работу в Якутске. А именно председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, а также председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Федеральные гости посетили объекты в Якутске. Обо всем по порядку расскажет Сергей Михедов. Это 1-й этаж. Тут у нас столовая была. Сейчас пока не эксплуатируем.
Все здания должны быть построены в срок. Сегодня первым пунктом объезда федеральных сенаторов стали объекты Северо-Восточного федерального университета, кузницы кадров Якутии. Гости увидели, в каких условиях живут студенты, где разместят спортсменов, участников 8 спортивных игр «Дети Азии» в следующем году. Пообщались со студентами, прошлись по комнатам общежития. Также отправились на осмотр места будущего строительства медицинского института СВФУ. Затем сенаторам показали объект, где появится студенческий кампус мирового уровня. Конечно, объекты требуют еще большего финансирования. Да, и мы запрашивали более 250 миллионов, да, получили 90 миллионов. Это на этом очень большое спасибо. Но, конечно, для Якутии это очень большой вопрос. Это, конечно, по общежитиям. Ну и, конечно, строительство новых корпусов. Многофункциональный спортивный центр на улице Ильминская – еще один важнейший объект. Его также включили в план проведения игр «Дети Азии». Срок ввода объекта – 31 мая следующего года. Здание готово на 30%, но работы кипят. И здесь тоже не обойтись без федеральных денег. Общая квадратура спортивного зала более 2800 квадратных метров. Здесь, значит, всего будет 3 спортивных зала. Это один большой универсальный зал высотой 16 метров. Здесь, где можно будет под художественную гимнастику, да, и игровые виды спорта. Отдельно будет зал для бокса и тренажерный зал. Этот объект в том числе финансируется вот по спорту «Норма жизни». И федеральное финансирование будет предусмотрено в следующем году в размере 72 миллионов рублей. Пандемия показала, что республике необходим еще один медицинский центр. Третий пункт визита – пока еще голое поле. Но в ближайшие годы на этом месте появится республиканская клиническая инфекционная больница. В одном здании медучреждение объединит детское и взрослое отделение на 145 коек. Это крупная больница, которая вместит в себе не только лечебное отделение, но и диагностическую, лабораторную, вспомогательную рентген-службы. Все палаты станут боксированными, то есть будут отвечать всем санитарным нормам. Этот объект был запланирован, и с 2021 года проходит экспертиза, в 2022 уже разработана проектно-сметная документация, прошли экспертизу. И, собственно, сегодня ставится вопрос уже о том, чтобы с будущего года начинать строительство. Ну а ответы на все вопросы даст вечернее совещание, где за одним столом руководство Якутии и федеральные министры обсудят дальнейшую реализацию всех перечисленных проектов. Не секрет, что такие крупные объекты требуют серьезных финансовых вливаний, а когда все упирается в деньги, на помощь приходит федеральный центр. Сергей Михедов, Артем Алексеев, Якутск. Сегодня в Ленском районе республики дан старт к строительству Новоленской ТЭС, одного из крупнейших объектов энергетики не только в республике, но и на всем Дальнем Востоке. Новая ТЭС будет иметь мощность 550 мегаватт, что позволит ей обеспечивать энергией не только объекты Ленского района, но и оставлять ее в соседние Иркутскую и Бурятскую области. Также ТЭС будет поставлять энергию для работы Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог. Строительство станции ведет компания «Интеррао» совместно с республикой и акционерной компанией «Алроса». С выходом ТЭЦ на полную мощность в республиканский бюджет будет поступать ежегодно свыше миллиарда рублей в качестве налогов. Обеспечить электроснабжение новые месторождения, которые у нас будет у нас на территории республики, также на территориях соседних регионов, таких как Республика Бурятия, Иркутская область. И это очень здорово. Только на строительстве данной станции будет обеспечено 1500 рабочих мест. Дальше по взводам, это с 2028 года, в станции будет работать более 500 человек. Рабочие места, экономическая безопасность и обновленная инфраструктура. Все это мирному даст мир глубокий. О важности строительства нового рудника рассказал заместитель генерального директора «Алроса». По словам Игоря Соболева, еще одна подземка жизненно необходима алмазной столице. Мир глубокий позволит создать еще 1000 вакансий. Запуск рудника потребует перезагрузки главных сфер жизни района – образования, здравоохранения, городской инфраструктуры, что благоприятно скажется на налоговых поступлениях в региональные и районные бюджеты. От успешности этого проекта, от запуска этого предприятия фактически зависит безопасность семей наших работников, работников бюджетной сферы, которые находятся в Мирном,
Опять же, может быть, звучит помпезно, но это реально будущее их детей. Поэтому это проект и стратегический, и ключевой, проект, который дает продолжение производственной истории, производственной жизни на Миринской площадке. В 16 регионах более 19 тысяч избирателей проголосовали на выборах досрочно, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. В этом году выборы состоятся в 85 регионах, в том числе на новых территориях. Избиратели будут голосовать за высших должностных лиц, депутатов региональных парламентов и административных центров. Также пройдут до выборов в Госдуму, а москвичи определят, кто станет мэром столицы. Полным ходом идет подготовка к выборам и в Якутии. Так, 30 августа все участковые избирательные комиссии региона приступили к работе. По всей республике в этом году организован 791 избирательный участок. 354 из них оснащены металлодетекторами. Кроме того, на всех участках будет вестись видеофиксация хода голосования. Членам избиркомов предстоит решить много организационных вопросов. Кроме того, они будут принимать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. Для того, чтобы иметь возможность проголосовать, избирателям необходимо подойти в любой участок избирательной комиссии и подать заявление. Для того, чтобы подать заявление по месту нахождения, избиратель подходит в участковую избирательную комиссию с паспортом, с пропиской, с временной пропиской может, да, имеет право, подходит и подает заявление. И все это очень быстро делается, есть специальная программа заявления, затем основная часть остается в нашей комиссии, а отрывную часть избиратель берет с собой. Затем с этим отрывным талоном и с паспортом подходит вот по данному участку, где подавать заявление. Сильный ветер и дождь, обрушившиеся на Владивосток в минувшие сутки, не нанесли серьезного урона павильонам регионов Дальнего Востока, которые пройдут в рамках Восточного экономического форума. Так, в павильоне Якутии ведутся завершающие работы по оформлению павильона. Расстановка мебели, декор сцены и укладка газона. Однако из-за непогоды павильон Амурской области придется дополнительно просушить и подкрасить. Но на работе павильона это не скажется. Серьезного ущерба не понес и павильон Сахалина, который в этом году выполнен в виде волн, несущих на себе паруса и силуэты китов. Особо охраняемые природные территории и объекты Дальнего Востока и Арктики дополнительно получат в этом году 232 миллиона рублей. Важнейшей задачей является сохранение уникальной природы Дальнего Востока. Для защиты природы в макрорегионе существуют 63 охраняемые природные территории федерального значения. Это треть от всех федеральных ОПТ России. По данным Минприроды России, с начала года их посетило свыше 260 тысяч туристов, а за весь прошлый год почти 475 тысяч, что на 40% больше, чем в 2021 году. Самые посещаемые территории – Национальный парк «Земля леопарда», Тункинский национальный парк, Забайкальский национальный парк и Национальный парк Алханай. В текущем году в университет поступило свыше 5500 абитуриентов. Педагогический состав СВФУ начинает свою работу с традиционного заседания актива университета. На мероприятии были подведены итоги прошедшего учебного года, а также озвучены приоритетные задачи на предстоящий. Подробнее о основных целях университета расскажет Порфирина Алексеева. На новый учебный год определены 7 основных задач. Это повышение качества образования, научных исследований, конкурентоспособности университета на российском и международном уровнях. Также будет усилена работа по внедрению эффективных форм развития патриотической культуры у молодежи и формирования социальной ответственности обучающихся. Ряд поставленных задач касается развития технологического суверенитета России, созданию новых решений и технологических пакетов для развития Крайнего Севера и Арктической зоны. Мы будем вводить новые сетевые программы, да, экспансия наших программ в международной сфере, да, развитие в сторону стран Азии, Африки, совместные программы, исследования, ввод исследований на следующий уровень, да, потом координация наших программ развития с программами развития макрорегиона. Вот сейчас же будут в связи с новыми обстоятельствами и так далее будут меняться концепции развития Арктики и Дальнего Востока. Да, мы, конечно, как один из федеральных университетов будем вводить свою лепту и в эту большую программу.
Также университет готовится к празднованию 90-летия с момента открытия Якутского государственного педагогического института. К слову, с прошлого года педагогический институт поменял программу подготовки высококвалифицированных кадров для начальных школ Якутии и других регионов страны. Так было внедрено так называемое ядро педагогического образования. Оно предусматривает новые требования к структуре и содержанию подготовки учителей во всех вузах страны по единым подходам. Это прежде всего целевая подготовка учителей, так, биологов, химиков, географов, в целом естественников. Да? Далее мы будем рассматривать те новые требования, которые обновлены в рамках общего среднего образования. Так. Ну и, естественно, мы будем проводить огромное количество мастер-классов, да, конкурсов для наших молодых учителей, для учителей старшего поколения. И в этом смысле мы должны достичь какого-то определенного результата. Помимо качественной подготовки педагогов, особое внимание будет уделено внедрению новых моделей подготовки специалистов в области цифровых технологий, искусственного интеллекта и информационной безопасности. Ну а сейчас в СВФУ активно ведется подготовка к проведению 3-го форума «Университеты и развитие геостратегических территорий России», темой которого станет «Развитие, основанное на доверии». Марфирина Алексеева, Илья Сыромятников, Якутск. Ученики школы номер 12 города Якутска недавно вернулись из экспедиции в Мумском Улусе. Ребята с родителями отправились на автомобиле до поселка Усть-Нера, потом пересели в вездеход и добрались до общины Кукуин. На протяжении 5 дней учащиеся жили в юртах оленеводов, помогали считать поголовье стада и проводить иммунизацию. Благодаря такой экспедиции ребята познали кочевую жизнь оленевода, ощутили нелегкость быта в суровых условиях тундры. Кроме того, для ребят это стало хорошей возможностью полюбоваться красотами севера. На протяжении 5 дней мы наравне работали с ними и поняли, как это тяжело. Мы, например, считали их и насчитывали около 1553 голов. Также мы рубили их рога для продажи. В Мирнинском районе 1 сентября откроют свои двери 17 общеобразовательных организаций и 3 центра дополнительного образования. В них будут учиться более 10 тысяч детей. О том, как идет подготовка к новому учебному году, смотрите в следующем сюжете. К началу нового учебного года все школы Алмазного края готовы. В этом году в 1 класс пойдут более 1000 ребятишек. А если говорить об общем количестве обучающихся, то это более 10 тысяч учащихся сядут за парты 1 сентября. Среди наших общеобразовательных учреждений имеется 2 школы, которые имеют статус политехнические школы. Это политехнический лицей в городе Мирном и школа номер 24 в городе Удачный. В наших образовательных учреждениях реализуют программу корпоративного обучения. Это политехнический лицей. Ежегодно открываются корпоративные классы. Это Алроса-класс. В этом году, так же, как и в прошлом году, будет работать онлайн Алроса-класс. И школа номер 26, на базе которой реализует программу класс Роснефть. В этом году будет запущена программа профильных классов. Это в школе номер 7 психолого-педагогический и в школе номер 1 медицинские классы. Обучение в медицинском классе будет вестись по профильным углубленным программам по предметам химия и биология. Кроме того, учебный план профильного медицинского класса предусматривает специальные курсы медицинской тематики, такие как оказание первой медицинской помощи, введение в медицину, медицинские манипуляции, основы практической медицины и другие. Эти специальные курсы будут вести специалисты Мирнинского отделения филиала Якутского республиканского медицинского колледжа.
Управление образования совместно с руководством района ведет активную работу по привлечению новых высококвалифицированных специалистов в образовательные учреждения района. Не один год район участвует в программе «Земский учитель». Кроме того, на уровне главы района в этом году было принято решение оказать единовременную адресную материальную помощь в размере 1 миллиона рублей прибывающим учителям на территории Мирнинского района. Анна Васильева, Мирный. Пора ремонтов в образовательных организациях финиширует. Малыши возвращаются в детские сады. В летний период в Алданском районе работы были запланированы в 15 дошкольных учреждениях. Какие сюрпризы и новинки ожидают дошколят, узнали наши корреспонденты. Урожай на экспериментальном участке детского сада «Крепыш» обещает быть знатным. Совсем скоро дети выйдут на уборку помидоров, картофеля и кабачков. Садик примет своих воспитанников через несколько дней, а пока в группах завершается ремонт. Работы идут интенсивным темпом. За 2 месяца выполнен большой объем задач. В пятницу были закончены работы по ремонту канализации. Это основная работа была. Был контракт, потом были доп. Работы. Сейчас у нас идет косметический ремонт. То есть это у нас побелка, покраска. Уже тоже практически все завершено. Единственное, осталось все расставить по своим местам. В Мишутке ремонт тоже почти окончен. В течение нескольких дней будет наведен порядок в группах. Капитальные работы проведены в бассейне. И с началом отопительного сезона у малышей вновь начнутся занятия по плаванию. В каждом садике объем работ был определен заблаговременно. Так, в детском саду «Ромашка», который посещают ребятишки от года до 4 лет, облагорожена дворовая территория. В этом году нам выделены средства для бетонных работ на улице, чтобы наши малыши комфортно и удобно ходили и выходили на площадку прогулочную. Конечно, территория преобразилась, стала намного уютнее, современнее. На днях после ремонта открылся детский сад «Снежинка». Косметические работы здесь были проведены в группах и в специальных помещениях, а также в соляной комнате. При отсутствии противопоказаний сеансы галотерапии посещают все воспитанники. Проводить время в чудо-пещере детворе очень нравится. Они с удовольствием ходят и идут сюда, знают, что здесь с ними и побеседуют, и поиграют, и еще и мультики посмотрим. В летний период в Алданском районе ремонты были запланированы в 15 дошкольных организациях. Работы ведутся по графику. В некоторых учреждениях реконструкция пока продолжается, а многие садики уже приняли ребят. Да, детские сады открываются у нас согласно графику, который был утвержден. Работы идут согласно плану, который был утвержден администрацией. Все детские сады сделали косметический ремонт, обновили территорию, прогулочные площадки тоже оборудовали. Детей ждет очень много нового, интересного, креативного. Контракты на проведение работ заключались с подрядными организациями. Педагоги также не остались в стороне. Присоединились к реконструкционно-отделочным хлопотам мамы и папы. Силами сотрудников и родителей в жизнь была воплощена масса творческих и креативных идей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Атмосфера приближающегося Дня знаний уже пропитывает быт якутских семей. Дарить цветы учителям 1 сентября – полюбившаяся многим поколениям традиция. Как удивить своего преподавателя и не нанести значительный ущерб кошельку? Ответ на этот вопрос знает мой коллега Петр Васильев. Гладиолусы, хризантемы, классические розы и даже подсолнухи. Такой ассортимент традиционно каждый год к 1 сентября появляется на прилавках цветочных магазинов и рынков. Неудивительно, что у тех, кто желает отдать дань уважения учителю, буквально разбегаются глаза. И тем не менее, якутяне при выборе букета для учителя придерживаются консервативных решений. В ходу в преддверии Дня знаний букеты из хризантем, роз и лилий. Подсолнухами есть, и гладиолусы, гортензии. Мы бюджетно, например, кому-то хочется за 500 рублей, мы за 500 делаем, за 700, за 600. Еще скидочки делаем с постоянным покупателем, это всем делаем. И это несмотря на общероссийскую тенденцию к росту так называемого индекса букета. Если в большинстве российских регионов он вырос в 1,5 раза, то в Якутии остался на уровне прошлых лет. Так сегодня средний чек букета от 3 до 5 тысяч рублей, при этом цены на одиночные цветы также не выросли. Причем приобрести красивый и относительно недорогой букет – это одно дело. Другое – сделать так, чтобы он простоял не один день. Опытные флористы советуют в первую очередь обращать внимание на воду, в которой содержится букет. Родители в основном берут хризантемы, потому что цветок красивый, долго стоит.
и переносит дорогу хорошо. Чтобы сохранить цветы, во-первых, нужно прохладное место, свежий срез, холодная вода и все. Ничего больше, ничего сахара, водки, ничего не надо. При этом, как говорят флористы, следует помнить, что цветы будет дарить ребенок, поэтому букет не должен быть тяжелым и больше самого школьника. Между тем, несмотря на обилие цветочных магазинов и рынков, многие нерадивые граждане продолжают выбирать в качестве подарка учителю цветы, сорванные с городских клумб. Специалисты предупреждают, лучше все-таки воспользоваться услугами профессионального флориста. Так и букет простоит дольше, и городской ландшафт не будет испорчен. Петр Васильев, Илья Сыромятников, Якутск. В последний день августа в Якутске и ряде районов прогнозируют аномально теплую погоду. Причиной аномального потепления стала теплая воздушная масса, пришедшая в регион из Монголии и Казахстана. Температура воздуха в эти дни на 7-10 градусов выше нормы. Так, в Якутске в четверг днем воздух прогреется до плюс 28 градусов. В центре, юге и юго-западе республики до плюс 29. В центральных и южных районах осадков не предвидится. На остальной территории пройдет небольшой дождь. Местами гроза. С 1 сентября наступит резкое похолодание. Холодный фронт с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду распространится на западные, центральные и южные районы Якутии. К этому часу это все новости. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.